Всем, друзья, доброго вечера. Сегодня у нас на календаре 30 мая. Уже вечер, 7 час, скоро 7 уже. И мы выдвигаемся на вечернюю проверку. День сегодня у нас опять был трудовой, рабочий день. Спахали вот этот огород, спахали мотолебедкой. Туманчик вышел меня провожать, да, Туман? Белого нету, белый где-то гуляет. Вот, спахали огород. Все, корешки, все повыдергивали. Собрали прошлогоднюю картошечку. Вон такой вот здоровенный огород. Сюда мы сажаем где-то около 18-20 ведер, наверное. Смотря какие семена. Вон, собрали прошлогоднюю картошку, чтобы не досаждалось. Повыдергивали вот траву отсюда, возле нашей клумбы. Тюльпанчики наши вот уже начали распускаться. Желтенький тут что-то мелковат. Вот эти два красные красивенькие. Эти тоже что-то полным ходом у нас расцвела черемуха. Обильно пошла трава. Вот за неделю, то, что я рыбачу, мы могли заметить с первых роликов, сколько травы уже почти не по пояс, так выше колена точно, вон по трусу уже трава. Вон сколько травы уже выросло. Завтра будем пахать этот огород брата будем пахать лошадью. В общем, друзья, просто так дома мы не сидим. Отвечать на комментарии некогда, так что, друзья, вы уже не обижайтесь, то что комментарии отвечаю не сразу. Я просто так не сижу, занимаемся делом, пашем, скоро будем сажать картошку. Подождем вот заморозков только. Вот такой прекрасный закат. Подождем заморозков. МЧС прислала смс-ку, то что с 1 по 3 июня ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Так что похолодание, цветет черемуха к похолоданию. Вон какая красота. Вон какая красота, друзья. Если эта примета подтвердится, то будет действительно холодно. Сегодня опять на улице был ветер, были и дожди. Все было. Ветер продолжает и сейчас дуть. Но вот смотрю, уже на реке Вячеслав проверяет уже вот здесь на своем участке продольники. Там еще второй Вячеслав проверяет. Там еще Виктор есть. Это соседи мои по продольникам. Много кто в деревне рыбу не ловит, только ленивый. При желании всегда можно поймать рыбу на стол. И не надо далеко никуда ехать. Все буквально шаговой доступности. 100-200 метров проехал, и вот там, возле острова, можно наловить рыбу. Все, поехали, друзья. Встречаемся на продольниках. Вот мы с вами и на нашей матушке Печоре кормилице. Вот наши продольники. Бутылку уже первую я достал. Приступаем к проверке. Что нам скажет сегодняшняя проверка? Утром я, конечно же, не проверял, потому что вчера легли поздно. Люди уже встают, а мы только легли. Ходили в баньку, постригся, поели шашлычков. Легли где-то, наверное, около 4 часов уже. Ну, а в 9 часов встали. Ну, подождали, пока почва немножко хоть подсохнет, потому что вчера поливали дожди, было сыро. И где-то с 9 уже начали пахать. Что-то у нас есть. Натяжечка хорошая. Хорошенькая натяжечка. Хороший язь. Дойдет, не дойдет, не знаю, но красавчик. Вот так вот. Там еще один такой же. Ох ты. Напутали-то. Оба здесь. Один первый вообще красавец. Вот он.
Вот он какой, друзья. Он такой вот лаптежник. Отлично. И второй чуть поменьше. Оба сошли у меня в сачке. Держались уже, видать, на честном слове за сутки-то. Ну, двое осталось уже хорошо. Немножко, конечно, поднапутали, так что сейчас распутываем, наживляем, отпускаем. Начало есть. Кстати, после дождей, то, что 2 дня поливал дождь, вода не то что остановилась, перестала убывать, но и походу начала немного прибывать. Так, а у нас кто-то дергает. Ни хрена не видно. Так, одного поймали. Хороший язь. Хороший размер. И там еще что-то есть. Ладно, с ним потом разберемся. Давай сначала с этим. Вот такой вот. Язина. Абразина. Вот такой вот. Здоровяк. Так. И что у нас там еще есть? Так, уже рядом. Два. Тоже хороший. Язёк пошел покрупнее. Если ловить на малька, то вообще кабаны, наверное, пойдут. А на малька пока немножечко еще подождем. Вот еще 2 штуки остались. Если бы проверил утром, то, конечно, бы результат был бы лучше, потому что за целый день они дергаются туда-сюда и срываются. Ну и то хорошо. 2 продольника, 4 язя. Отлично. У меня был вопрос в комментариях, почему я вешаю 2 бутылки. Вот сейчас вот я одну обратно снимаю. Вот она. Потому что, когда я ставил продольники, была очень большая вода. Она поднималась, отпускалась. 2 бутылка для подстраховки. То есть, если резкий подъем воды, одну бутылку утопит, то 2 все равно будет показывать, где находится продольник. Теперь я вот убираю. Да и для подстраховки, не дай бог, если что-то бутылка лопнет или еще что-то. Так, слышу, уже слышу хорошую натяжку. Вот он раз. Ух ты. Вот это язь. Ах ты, да ёшкин ты кот. Так, друзья, там у меня гирлянда из язей. Так, 2 вроде бы мы дотянули до лодки. Вот это вот такой вот здоровяк. Раз. Язёк чуть поменьше. 2. Зацепились хорошо. Так бы они ушли. Вы сами видели, как я их суматошно доставал. Так. Три. 4. 4. GoPro, снимай видео. Снимаешь. 4. Харюзок. И 2 харюза. 4 язя и 2 харюза. Ну, отлично.
немножко пришлось понервничать, так как яськи натяжку дали продольнику обалденную. Сачок лезть не хотели, путались. Но благополучно все закончилось. И вся бригада у меня в ведре. 4 язя, 2 хариуса. Отличный улов на продольник. Что, поехали дальше. Смотрим. Так, натяжку чувствую. Что-то идет, язёк. Сейчас мы приготовим сачок. Так. Сачок. И там еще походу. Так. Че? Иди сюда. И там еще что-то есть. Хорошая натяжка. Так, да тихо, 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 тихо. Тихо. Иди сюда. Так, что у нас там? Что? Еще один язык. Все. Здесь 2 яська. И это очень хорошо. Значит, будут у нас опять ребрышки. Кстати, насчет ребрышек. Когда уходил на рыбалку, уходил с дому, моя супруга Валентина как раз делала блюдо ребрышки язя в кляре. Включаю кадры, короткие кадры немного заснял перед тем, как уйти. Посмотрите, как аппетитно это выглядит. А ребрышки язя в кляре выглядят вот так вот. Это вот готовый продукт уже. Вот это готовый продукт. Вот такой вот. Это заготовки, остатки уже. Немного осталось. Кляр. Сеять сегодня, да, Валь? А? Яйца и все? Или мука, яйца, соль. Перец. Мука, яйца, соль, перец. Это все вот так вот перемешивается. Получается вот такая вкусняшка. А так вот это они зажариваются. Чисто ребра. Там нет мелких костей, как бы. И все это очень и очень вкусно и безопасно. Только ребра язя, только вкусняшка. Вот такая вот. Вот такое вот блюдо. Ну что, посмотрели? Вот сегодня у нас опять баня. Сегодня у нас опять шикарный ужин. Будут ребрышки язя, будет мясной торт. Шашлыки мы вчера ели. Шашлыков сегодня не будет. Короче, немного отметим наш весенний чомор. Чомор — это у коми народа как бы большой праздник, конец большой работе. То бишь чомор бывает сенокосный чомор, когда заканчиваешь заготавливать сено для скотины. Чомор бывает осенний чомор, когда заканчиваешь уборку картофеля. Ну а у нас сегодня будет весенний чомор. Вчера вспахали один огород, сегодня другой. Пока я сейчас проверяю продольники, Ромка с друзьями заканчивают пахать уже огород у бабушки, у моей тещи. Так что все огороды будут спаханы. Подождем надвигающихся морозов, которые обещают МЧС, которыми пугает МЧС. До -3 обещают заморозки в начале июня.
Ну и как потеплеет, посадим картошку. И опять у нас будет чомор, теперь уже только посадки. Как-то вот так. Ну а мы ставим вот таких вот вкусненьких, красивеньких червячков. Ну как не съесть такого червячка? Что язёк, что хорезок, кто успеет. Кто успел, тот и съел. Продолжаем рыбалку. Так, натяжечка есть. Язёк идет. Хороший язёк. Толстый. И там еще что-то есть. Вот такой вот есть, друзья. Я думаю, что он так спокойно идет. Он заглотил до желудка. Видать, уже устал. Устал дергаться. Так, ну-ка, как тебя нам отцепить? И крючок-то здоровый, блин. И заглотил до желудка. Так. Все получилось. +1. Так, ничего. Получится у нас еще нет. Что? Еще +1. +2. И еще один. Тоже хорошенький язёк. +3. 3 язя было. Все трое в кузовке. Тоже заглотил. Это о чем говорит? А говорит о том, что аппетит у язя хороший. Странно. Вот вроде как говорят, вода прибывает, язь не должен клевать. А ведь вода пошла на прибыль. Вон, сегодня я переставлял эти продольники. Вон здесь кусты были где-то. Вот они, кусты. Они торчали намного больше. Продольник был возле берега, я его вынес на середину сюда вчера. Сегодня кусты уже скрыло почти под водой. Значит, вода прибывает. А рыба клюет, немцкаден. Так что подъем воды это не всегда плохо. Вода пошла на подъем, и рыба, видать, пошла. Как-то вот так. Так, натяжка есть. Недалеко, где-то здесь рядом. Ага, увидел зачок, убежал. Иди сюда, ты мой. А ёшкин ты кот, что ты сделал с продольником? Вернее, это сделал не он, а сделали его собратья, которые попались ниже, поднялись вверх по течению и просто превратили продольник в кучу лески и крючка. Так что сейчас будем опять распутывать. Будем распутывать. Ладно, выключаемся. Под лодкой. Под мотором. Ёшкин кот.
опять под мотором. Как мне это нравится, кто бы знал. Вот все вот это вот. Натяжка есть. Рыба есть. Аж крутануло, блин. Бляха-муха. Все. Вроде распутал. Раз, два, три хвоста. Три хвоста. Попробуем, что у нас получится. Первый и последний. Крупный. Так. Раз. Один в сачке. Один в сачке. Один в ведре. Так, это у нас ёрш. Ёрш. Второй в сачке. И там хариус. Второй в сачке, второй в ведре. И третий вот такой вот хариус. Заглотил до желудка и немного уже кимарнул. Так. И сопливый ёршик. Четвертый сопливый ёршик. Вот. Отлично. Ветер стих. Погода устаканилась. Улов растет. Почти пол-ведра уже. И вот такой вот прекрасный закат у нас опять, друзья. Небо чистое, без туч. Здорово. Просто здорово. Так, натяжка есть. Ёшкин кот опять под мотором. Да как мне это нравится-то, а? Блин, надо с той стороны поднимать. Но на этот раз хоть хорошо. Так, вижу хвост, вижу второй. Два хвоста. И там вроде третий даже есть. Что-то в конце продольника. Первый сиг. Зацепился слабо. Ага. Так. Вот такой вот сижок. Один. Плюс один. Так, второй язь. Третий тоже язь вижу. Так, ладно, спешить не будем. Попробуем сначала разобраться с этим. Плюс 2. Так, где ты?
Я иду за тобою. 3. Так, там еще натяжка есть. Да что ты ляжешь будешь делать? Так. Шершавый. Шершавый язь. 3. Так, ну что? Что-то еще получится у нас, нет? Вижу. Вижу. 4. 3 язя, 1 сиг. Отличный улов. Отличный улов. Хорошо. Все будет хорошо. Вот. Пол ведерочка наша уже есть. Даже чуть больше. Почти как вчера уже. Ну что, может быть, сегодня побьем рекорд, если получится. А? Ведро мы наполним, нет, когда-нибудь? Гляньте, какой закат прекрасный. Обалденный просто. Солнышко прямо на глазах садится, скрывается за деревьями. Душа поет. Душа поет, а рыба клюет. Или не клюет? Клюет. Клюет. На самом последнем крючочке что-то клюнуло. Иди сюда, язёк мой хороший. Так, ну что, пробуем. Пробуем. Там еще что-то есть. Там еще что-то есть. Так, сейчас сначала мы с тобой разберемся. Так. Раз. Два. 2 яська. Ну что, душа поет, а ясь клюет. Кузовок наполняется потихоньку, и это радует. Тикс. Ну что здесь? Натяжка есть. Что-то идет. Что-то. И это что-то уснуло. Так. Ничего себе, язь уснул. Офигеть. Первый раз такое вижу, чтобы уснул язь. Устал болтаться, наверное. Обычно язи не засыпают. Они бодрячком все. Так, и что у нас еще? И там еще язек. Живехонький. Раз. Иди сюда. Мой сладкий сахар. Так. Да успокойся ты. Тикс. Полезай в кузовок. Крышку закрываем, чтобы они уже не выпрыгивали. Один уже выпрыгнул. Так, что-то на дне.
Ух ты, ух ты. Два язя спутали продольник аж в клубок. Но это не эти два язя спутали. Что-то тут спутало серьезное. Эти... Хотя хрен его знает. Может быть и эти. Не, эти не смогли. Селенок бы у них не хватило. Раз. Два. Тут что-то было серьезное. Или крупные язи, или налим. Одно из двух. Так, ну что, рекорд вроде бы есть по весу вон, но до полного ведра сегодня у нас не получится, потому что у нас остался всего вон один продольник. Десять язей там точно не висит. Если десяток крупных язей, то ведро будет полное. А так, ну смотрите, что они наделали, а? Или они, или он. Ладно, распутываем. Ну вот, приближаемся к крайнему продольнику, последнему. Потерял, пока распутывал тот продольник, потерял где-то полчаса времени, наверное. Пришлось резать все поводки. Ну, не резать, а развязывать, распутать леску и потом все по новой привязывать. Забыл дома взять готовые продольники. Не то что забыл, они были в машине. А на машине Ромка уехал пахать бабушке. Решил не брать готовые продольники, так бы быстренько поменял, а дома бы распутал. Пришлось потратить уйму времени. Так, ну что у нас на крайнем продольнике? Что-то есть. Так, это что-то язь. Это что-то язь. Язь. Так, это ёж. Это язь. Один в сачке. О, а это даже и окунь. Окунь, друзья. Вон какой вот окушок. Он тоже красавец. Если сейчас насадить на мальков, то окуняки будут попадать. Дело близится уже к лету. Это значит, скоро будут окуни. Да и они сейчас, в принципе, попадут. Просто они, видишь, не успевают. Язи, видать, шустрее. Так. Ну и что? Что у нас сегодняшний улов? Это вот больше половины ведра. Но полного ведра мы так и не поймали. Ну ничего, потихонечку растет. Завтра Ромка едет в Ухту и отвезет эту рыбу. Если утром не успею, то эту рыбу отвезет. Если утром успею, утреннюю, а может и вечернюю, утреннюю. Там в городе такой рыбы нет. Пусть там готовят, едят. Ну, закончили проверку. Улов отличный. Закат вообще обалденный. Красота, да и только. Ветер стих. В деревне гавкают только собаки. Благодать. Ну а мы с вами, друзья, встретимся завтра. Здесь же, на этом месте. Если будет погода, если успею, утром. Но если нет, то после того, как с вашим брату огорода. Всем пока.